Вот наши пассивные площади, структура пассивных площадей. Значит, вот у нас, то есть система севооборотов такая, то есть мы работаем без паров. То есть у нас система севооборотов занятый пар. Значит, вот мы, почему вот это я хотел вам показать, вот именно то, что мы вот по доник второго года жизни на Сенаж, вот видите, вот доник второго года жизни на Сенаж, вот 1909 гектар, в среднем где-то около 2000 гектар каждый год по доннику второго года жизни мы сеем. И сеем мы весной, значит, заходим сразу на этот доник, сеем ячмень плюс овес. Ячмень плюс овес. Если доник у нас в одном направлении, ячмень плюс овес, зерносмесь сеем в другом направлении, поперек. И сеем дисковыми сеялками. И сеем мы его очень рано, вот в этом году мы 27 апреля начали сеять. Вот. А когда мы сеем зерносмесь, злаково-бобовая смесь, ячмень плюс горох плюс овес на Сенаж, плюс донник под покров. Еще вот 2500 вот в этом году мы сеяли. То есть ячмень, овес плюс горох мы сеем на Сенаж в одном направлении. И поперек тоже дисковыми сеялками сеем донник под покров, будем говорить. Он уже на следующий год будет. Вот. Это все здесь указано, да, как цвета, здесь что-то сеем? Ну да, вот по цветам обозначения. И как раз получается, что Сенаж у нас, который даже с донником, он получается как раз злаково-бобовый, то есть ячмень, овес, злаки, и донник второго года жизни, он получается бобовый. Значит, вот мы в прошлом году делали осенью агрообследование земель, и там, где у нас вот почвы, где у нас был именно донник, после донника, особенно на второй год сразу после донника, или вот первый год после донника, значит, вот у нас было везде или высокое, или повышенное содержание азота. Вот накапливает азот. И мы, вот у нас технология, то есть какая? То есть это занятый пар. Вот в июле месяце мы, вот как раз вот 2000 гектар мы убираем после доника на Сенаж. Потом мы, через дней 10, там максимум где-то 2 недели, даем сорнякам отрасти. Потом делаем глифосатную обработку, то есть сорняки убиваем. И потом, после того, как сорняки убили, ориентировочно тоже 2-3 недели, там, смотря как смотрим, как по обстановке и все остальное. Потом мы работаем только отвально, безотвально, чизельными плугами. Плуги чизельные на глубину 35 сантиметров. Чизельными плугами. Все безотвально работаем. Мы, когда вот весной мы сеем все любые культуры, каждое поле, вот мы по диагонали проверяем запас продуктивной влаги. То есть щупом меряем, сколько запас продуктивной влаги. И, соответственно, уже весной как бы это все проверяем. И, соответственно, сколько влаги продуктивной накоплено в почве, оттуда делаем норму высева любых культур. То есть, если запасов мало, то мы норму, конечно, уменьшаем. Независимо, мы же не будем, завтра будет дождь или не будет, то есть как бы норму уменьшаем. Если как бы запас продуктивный нормальный, то делаем, нормальную, повышенную норму мы не делаем. Севооборот у нас вот такой, смотрите, вот сколько культур сеем мы, то есть 10 культур, в принципе, вот пшеница, ячмень, овес, горох, чечевица, кукурузу, зерносмеси, лен, соя, многолетние травы. Как бы так. Вся земля у нас в обороте всегда. Да. То есть пары мы не держим уже как бы тоже давно. Все богарные, да? Все богарное, да, все богарное. И потом есть вот тоже такой то есть вот люди, когда делают пары, то есть отвально, особенно отвально, когда пашут, вот даже у нас в последние годы очень сильно вот бури
ветра очень сильные весной. И вот этот гумус прямо выдувает. Прямо как зимой буран как будто. А вот у нас, и мы смотрим, и всегда соседей вообще кошмар, как будто буран зимой. У нас абсолютно этого нету, потому что все безотвально работаем. И у нас вот именно плуги чизельные такие, то есть как бы там идет вот стойка, и потом, ну понятно, вот так долото, и здесь два крылышка. Вот эти крылья, они практически там 5 сантиметров между ними, они вот так стойки стоят, 5 сантиметров, остальное все почти перекрывает. Ну, во-первых, сорняк подрезает снизу, раз. И получается, мы вот даже день поля делаем, всегда вот людям объясняем, мы за счет вот этого накопления влаги, у нас всегда как бы урожай на порядок выше, чем у других. Потому что вот стойка, вот в эту щель вода затекает, снизу вот эти крылышка, снизу как губка, вода туда затекает и накопление получается снизу, именно где плужная подошва. А выходить, улетучиваться, то есть здесь же плотно все, не улетучивается, только вот эта щель, и она минимально уходит. То есть это принцип, как вот принцип кувшина, да, почему горло понятно так, потом вот так раз сужается и вот так. То есть чтобы вот температуру, если налил такой, допустим, чтобы максимально держать такую температуру. Тут в принципе примерно та же система, то есть вода туда заходит, она раз снизу, и она не улетучивается, она держит. То есть влагозарядка. У нас же основная цель это накопить и удержать эту влагу, удержать, то есть как бы. Вот. Вот такая вот у нас система. И самый главный еще один момент, то что вот когда люди держат пары, значит, то есть вот состояние гумуса резко ухудшается. То есть когда люди держат пары, понятно, у нас основная цель паров, что это у нас? Они накапливают азот, накопление. Понятно, земля отдыхает там. Но за счет вот этих механических подработок они ухудшают гумус. Гумус, он расходуется, они его просто-напросто уничтожают. Вот если вот в 50-е годы, когда целина началась, в 54-м, Петр Николаевич, вот гумус, как он измеряется? В процентах или в процентах? Вот гумус, состояние процента гумуса было где-то 8%. На сегодняшний день сократилось вообще до 4 даже, в 2 раза. Смотрите, вот в 54 году целина. Сколько лет земля не трогалась, да? Она тысячелетиями этот гумус образовывался. Природа. Да. С 54-го сейчас прошло, ну, грубо там, плюс-минус 70 лет. 67 лет, да? За 67 лет гумус, смотрите, в 2 раза сократили. А что такое? То есть 1000 лет он образовывался, и 70 лет его кончали. А еще 70 лет его вообще не будет. И земля будет непригодна, чтобы сеять и получать продукцию. Понимаете? Вот у нас Минсельхоз должен думать о чем? О том, что переходить на другие бинарные посевы, занятый пар, другие там, любые другие севообороты. Вот по гумусу, вот когда Бахаджан сказал, значит, у нас вот, агрохимическое обследование делали в прошлом году, 2500. У нас получается так, что гумус 6%. У вас, да? Да. Почвы черноземные обыкновенные, тяжело суглинистые. Вот. Ветровой эрозии нет раз. Гумуса, в отличие, ну я не могу сказать, мы лучше всех, но факт тот, что не Если даже ухудшили, Петр Николаевич, до нас ухудшили, вот, но мы его сейчас уже максимально его сохраняем и увеличиваем, наращиваем, улучшаем. Максимально. Твердые организмы, полуперепревший перегнут. Навоз мы каждый год минимум где-то 40 тысяч тонн навоза вносим в твердом виде. В жидком виде навоза вносим очень много.